Теперь переходить дорогу в самом центре Магаса будет намного проще. Новый пешеход и светофор должны в разы облегчить жизнь и пешеходам, и автомобилистам. Здесь теперь будет намного безопаснее. Там, где раньше стояли в утомительном ожидании, теперь смело проезжают. Жители столицы не только неоднократно обращались в местную администрацию с просьбой решить свою проблему. В ходе прямой линии с главой Республики Ингушетия этот вопрос был адресован лично Махмуду Али Калиматову. Махмуд Али Макшарипович, именно из этого перехода создается проблема на следующем переходе. Там неоднократно сбивали сотрудников телекомпании, и руководство нашего канала обращалось в госавтоинспекцию, но, к сожалению, никакой реакции нет. У нас ситуация такая, что я знаком с этой ситуацией, но не настолько, не знал, что там беда. У нас несколько сотрудников. Поэтому тут нужно... Есть какая-то информация? Ахмед Шарич, ну, я считаю, там есть реальные условия, которые необходимо выполнить для повышения безопасности дорожного движения. Это установка светофора с пешеходным зоновым устройством, которое может решить частично эту проблему, во всяком случае на первоначальном уровне. А потом можно совместно с администрацией города и госавтоинспекцией, ну, какой-то может разработать комплекс мер, может убрать второй светофор, второй пешеходный переход. Но эту проблему можно решить. Махмуд Али Макшарипович дал поручение решить эту проблему в кратчайшие сроки. Результаты не заставили себя долго ждать. В настоящее время светофор включен. Правда, мы осенью сделали разметку зебра, но немного стерлась. Сейчас буквально вот чуть-чуть потеплеет, обновим этот пешеходный переход. Светофор мы вчера включили. И вот здесь вот на этой остановке, старой остановке, сделаем ограждение, чтобы люди не выходили на проезжую часть. А переход будет под светофором, переносится искусственная дорожная неровность на ту сторону. И буквально на днях все оборудуем, как положено, чтобы люди могли спокойно переходить. Новый светофор на проспекте Идриса Зязикова в Магасе работает в автоматическом режиме и позволяет обеспечить организованное движение. Правилами тут никто не пренебрегает, уступает дорогу при нужном цвете. Под старый пешеход несколько раз действительно был несчастный случай. Если светофор, регулирующий светофора, когда нету, люди толпами идут, и водитель мало замечает. Вот в связи с этим нам пришлось поставить дополнительный светофор. Сейчас будут люди ходить под зеленый свет. И надеемся, что уже такого случая не повторится. Правда, многим еще нужно привыкнуть к расположению нового светофора и пешехода. По словам сотрудников администрации, новшество поможет улучшить транспортную ситуацию в этом районе. Впрочем, изменения уже заметили и пешеходы. Я очень рада, что пешеход положили, потому что утром, когда мы приезжали на учебу, было очень много машин. Дорогу было перейти максимально сложно, опаздывала на пары, нужно было срочно зайти. И с появлением этого пешехода стало очень удобно. Можно побыстрее перебежать, зайти в университет, что зайти в медкорпус, что зайти в главный корпус, стало очень удобно. Думаю, скорее удобно тем, кто учится в медицинском корпусе. Им приходилось тут переходить и обходить, а так дойти до туда легче выйти. А если говорить о утренних пробках и безопасности? Пробки бывают большие, пешеходов много, машин много, и поэтому, думаю, это удобно. Тем не менее, специалисты напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения, чтобы повысить безопасность на дорогах и снизить уровень аварийности. Хава Гагиева, Мавлud Гириахильгов, Магас, 24.